Давайте помнить, что распалось 4 империи. Распалась Турецкая империя, распалась Британская империя, да, посыпалась. Вот. Шел гигантский переформат. Видимо, произошел расчет, что в старых формах развития невозможно, да, что под новый уклад нужны новые формы социального инженеринга. Это же был не только технологический инженеринг, там менялись там станки, там работа, там, да, то есть виды деятельности, менялись торговые схемы, но и менялся тип человека, взламывались этические нормы, отношение к семье, феминисты не случайно же, это же все происходит одновременно, как и сейчас. Сейчас же тоже происходит переформат от уровня семейной этики, да, или там отношений между полами, заканчивая отношением к власти как таковой, практически мгновенное формирование новой педагогики в 20-х годах. Вот. Спросите, кто стоит в основе новой педагогики? Крупская? Да нет. Луначарский? Нет. А если мы полистаем и даже наберем в интернете, что было взято, вот, вы помните фильм «Республика Шкит»? Да? Да, там некий Сорокин. Но на самом деле Сорокин-Росинский это действительно один из основоположников. Макаренко тоже нет. Вот. Так вот, это целая школа, которая свои разработки начала еще в 80-х годах 19 века. То есть, что это за круги, которые рассматривали уже новый тип человека? Уже новую систему ценностей. Ведь произошло столкновение не идеологии коммунистов с идеологией царизма. А какая идеология у царизма? У царизма не было идеологии. Было православие, народность, да, и так далее. Вот. А что такое православие? Это, опять же, в основе православия есть некая система ценностей. Четьеменей. Да? Отсюда, от слова четьи, однокоренное слово учитель, чтить и так далее. Некий порядок ценностей. Этот порядок ценностей взламывался. Бог исчезал с верхушки системы ценностей, семья исчезала, а наверх выходило общество, вернее, идея, равенство, братство там, и так далее, да? Общество, материальные ценности, а духовные, личные и семейные ценности, они уходили в другой порядок. Ну, это, как знаете, 7 нот, разложи их по-разному, и начинается другая мелодия. Вот. И вот в педагогике 20-х годов еще НЭП вовсю бушует, да, спасая экономику. Но в сознании людей происходит переформат. Что-то становится более важным, что-то менее важным, что-то тем, ради чего стоит жертвовать, в том числе и людьми, да? Ведь ради новых каких-то условий жертвовались не просто там десятками, тысячами людей. Вот наш ГУЛАГ, да? Вот. Одно дело ошибки в планировании и так далее, но ведь это ведь заведомо. Ведь Сталин знал, что он, если не успеет, он не защитит новый уклад. Да? Вот. И поэтому бросались люди для того, чтобы успеть проложить железные дороги новые, для того, чтобы успеть создать новые производства. Мы знаем, точно будет там, город-сад. Да? Вот. Отсюда это вот жуткое насилие. Социальный инжиниринг был, конечно, такой